Добрый вечер. В эфире «Не пропустите». Главное, и я ее ведущая Татьяна Черемкина. Проблема трудоустройства молодых специалистов сегодня очень актуальна. Система государственного распределения, к сожалению, уже ушла давно далеко в прошлое. И сегодня молодые люди, получив на руки дипломы, сталкиваются с довольно жесткими условиями труда, из которых они не всегда, к сожалению, выходят победителями. Сегодня молодежь составляет наиболее многочисленную армию безработных не только в республике, вообще в стране. И сегодня в нашей программе мы будем говорить о тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться молодежи при трудоустройстве, а также попытаемся найти пути решения, во всяком случае какие-то дадим советы. А о том, с какими действительно сложностями приходится сталкиваться нашим молодым людям по окончании учебных заведений, мы узнаем прямо сейчас. Знакомьтесь, Мария Миронова. Добрый вечер. Я закончила Арктический государственный институт искусства и культуры, специальность менеджер организации, дневное отделение. А с какими результатами? Как ты училась? Я училась на хорошо, диплом защитила на хорошо. Практику проходила в ООО «Квартал» в Пиццаленде администратором. А скажите, Мария, в какие, может быть, вы уже организации обращались? Вообще, какие есть планы на будущую жизнь? Ну, пока что, да, я пока подала резюме в Сбербанк, жду ответа. Давно? Ну, нет, недавно, буквально пару дней назад. И пока больше никуда не обращались? Ну, пока да. Сейчас я в поиске работы. Скажите, а прежде чем вот поступить вот в этот вуз, Арктический государственный институт культуры и искусств, вы вообще представляли о том, насколько будет востребована ваша специальность вот по окончании вуза? Ну, нет, особо ничего не представляла. Просто цель была поступить в институт, получить высшее образование. Ну вот, я его получила, теперь ищу работу. Ну, как вот, Мария, вы думаете, какие требования сейчас предъявляют работодатели вот к соискателям, к молодым людям, которые приходят устраиваться на работу? Да, требования жесткие. Я столкнулась, например, то, что работодателям нужен опыт работы, например. Знание якутского языка, да, тоже немаловажно. Ну, вот, то, что семейное положение, если дети, нет детей, как бы это тоже прям спрашивают так открыто. У вас есть дети? Да, у меня 2 детей. Вы молодая мама уже? Да, я молодая мама. Ну, пока вот так. Роксана, что вы закончили? Я закончила Северо-Восточный федеральный университет, горный институт по специальности безопасность технологических процессов и производств. Тоже в этом году. Ну, инженер охраны труда, если попросту говоря, да? Скажите, куда вы обращались и вообще действительно испытываете ли вы сейчас какие-то вот сложности? Может быть, о чем вы сейчас думаете, о чем мечтаете? Ну, тоже стаж работы везде требует, не менее 3 лет. Обращалась я преддипломную практику проходила в Саханевнефтегазбыте. Обратилась туда, но там сказали, что вакансий нету на данный момент. Но они сказали, если появится, мы вам позвоним. Ну, а когда вы практику проходили, вы предполагали, что вы, может быть, можете устроиться в будущем в эту организацию? Хотели бы вы в этой компании работать? Да, конечно. Скажите, Мария, а вы в какой бы компании хотели работать? Ну, вот в Сбербанке неплохая, мне кажется, работа. То есть вы рассматриваете госструктуру, да? Да, госструктуру. Еще какие пожелания, какие мечты, может быть? Какая, может быть, заработная плата бы вас удовлетворила? Наверное, сейчас ведь действительно, да, молодые люди очень интересуются тем, какой будет материальный достаток. Ну да, сейчас, да, я смотрю рынок, да, смотрю, какие профессии вообще требуются, да, заработная плата меня бы устроила где-нибудь 40 тысяч. Это минимум. Ну, потому что, да, я вот объявление смотрю, 25, 40. Вот 40 это максимум, то, что могут дать нам работодатели. Ну, вот. А заработная плата вас Вот какая 30 тысяч, наверное, для молодого специалиста, начинающего. Ну вот, предположим, вот сейчас действительно вот вам еще не ответили на ваш запрос, да, вы резюме отправляли, у вас пока тоже ничего. Как вы думаете, как в дальнейшем вы будете жить? Ну, найдем
хорошую, достойную работу, Стабильную, стабильность, перспективную. перспективность, карьерный Скажите, рост. а готовы вы вообще что-то поменять в этой жизни? Готовы ли вы к каким-то изменениям? Может быть, стоит переобучиться? Я готова. Я тоже Да? готова. Да. Да, пока Сейчас молоды, такое да, время, можно, наверное, надо быть учиться. ко всему готовой. Я готова Какую ко всему. специальность, предположим, Роксана, вы хотели бы иметь? Второе. Да, второе высшее. Ну, если. я думаю, может, в следующем году поступить на юридическое. Мгм. Наверное, Ну скорее вот у нас, всего. у наших экспертов спросим. Алексей Борисович, как вы считаете, нужно ли идти сейчас учиться на юриста? Ну, сразу возникает вопрос к Оксане, да? И вы получали первое высшее образование. Вы понимали, где вы будете работать? И выбирая вот эту специальность и будущую свою профессию при поступлении, чем вы руководствовались? Почему именно эту специальность Да, вы отсюда, выбрали? вот, исходя из ее ответов, мы поймем, для чего сейчас ей нужна специальность юриспруденция. И вот сразу, если прокомментировать поступление Марии, да, в университет культуры и искусства, он был абсолютно профессионально не мотивирован. Поэтому она сейчас ищет работу совершенно не там, где надо искать. Если такое учебное заведение, как Институт культуры и искусств, выпускает менеджеров организации, то, естественно, надо искать где-то в отрасли культуры и искусства эти организации, а не совершенно туда, куда вы обращались. Ну, у меня, когда мы учились, у нас наши преподаватели нам сказали то, что особо не надо акцентироваться на культуре, там, вы менеджеры, менеджер это управленец, соответственно, вы можете идти в любую организацию. Ну и вообще так, как посмотреть, да, по мои знакомые, да, например, у всех разные. В Сбербанке у меня много знакомых, много моих ровесников, инженеры то же самое, менеджеры, там есть даже прикладное искусство, там даже есть, там все есть. Так что, как бы это... Ну и действительно, молодым же людям очень быстро можно перестроиться. И ни для кого не секрет, что, получив, скажем, одну специальность, молодой человек работает совершенно в другой сфере. Правда же? Конечно, абсолютно правильно, что молодой специалист может и дальше обучаться, и перестроиться к условиям труда каким-то. Поэтому я советую и рекомендую к уровню заработной платы сейчас не привязываться в поиске работы. Вам нужно получить опыт, вам нужен стаж. Вам нужно зарекомендовать себя в этой отрасли, у этого работодателя. Ну и можно добавить, да. Конечно. Рынок труда на сегодня достаточно прагматичен, да, вот если хотите стать юристом, то, к сожалению, на сегодня у нас это как раз та специальность, которая не совсем востребована работодателями, да. И у нас очень много как раз юристов с образованием, вот, которые ищут работу. А по Сбербанку тоже хочу сказать, что в прошлом году у них была сильная оптимизация, и они очень много сокращали своих сотрудников. Я, скорее всего, боюсь, что в ближайшее время вам вряд ли положительное решение какое-то дадут. Поэтому, ну, как сказать, надо смотреть, изучать материалы как сайтов нашего департамента, так и Центра занятости города Якутска, изучать вот рынок труда, какой на сегодня, и где может быть востребован, и где вы считаете, что вам интересно, и вы можете там работать. Поэтому захотели просто юристом стать, это, конечно, можно обучиться, но вот потом быть востребованным и найти работу, это другой вопрос получается. Так же, как вы стали менеджером, но, возможно, нехорошо подумали, в будущем он будет востребован или нет, да, или, например, вы сами хотите ли быть менеджером или нет, да, вот, к сожалению, у нас на сегодня сложность есть в профориентационной подготовке, ну, даже на школьном уровне, когда у нас школьники не знают, куда хотят поступить на учебу, и хотят ли они вообще эту специальность получить. Да? Вот сложность, думаю, даже там начинается. Действительно, это есть такое, что у многих выпускников очень вообще слабое представление о рынке труда, о том, какие компании есть, о том, какие условия они предлагают и, собственно, за что они готовы платить приличную заработную плату. Скажите, пожалуйста, вот ваши однокурсники, уже бывшие, вместе с которыми вы учились, они, наверное, общаетесь, они нашли место работы уже или еще в поиске? Со мной закончили 19 человек. Из них трудоустроились только 2 человека. Это Дахсун и Мадун. У меня еще была девочка с красным дипломом. Она еще не нашла работу. Вот так. Это горный институт, да? Да, горный институт. Горный институт, и вот как раз Дахсун и кафедра. Это очень интересно, конечно, сразу Но опять мы выходим возникает на... ряд вопросов, да, почему не горнородная компания Якутии? Потому что все требуют стаж работы.
Ведь в СУФУ есть центры карьеры. Вот Людмила Марковна. Да, вот, Людмила Марковна, расскажите, пожалуйста, вот как вы содействуете трудоустройству выпускников? И вот Роксана у нас Хамаганова, да, закончила, вы уже слышали, горный институт СУФУ, и вот до В сих нашем пор... университете, как и во всех федеральных и крупных вузах страны, работает Центр карьеры с целью содействия трудоустройству студентов и выпускников. И надо сказать, что вот сейчас идет активный процесс трудоустройства, и в течение года будет идти этот процесс обустройства по жизни наших выпускников. И кто-то будет продолжать обучение, кто окончил бакалавриат в магистратуре. И вот я бы хотела пригласить Роксану и Марию к нам. Мы можем помочь вам в поиске работы, подобрать вакансии. Мы сотрудничаем и с банками очень тесно, и с компаниями. И я знаю, что есть вакансии для инженеров по охране труда. У нас работают профессиональные консультанты, психологи. Мы можем посмотреть, вот, на какие позиции вы соответствуете. И можем составить ходатайство, написать, обратиться, позвонить в отделы кадров и всячески способствовать вашему трудоустройству. Оля Людмила Марковна, это просто замечательно, я думаю, да, что вот какое-то конкретное уже предложение вот для наших молодых дипломированных специалистов уже поступило. Я думаю, что не откладывая там далеки, вам нужно будет сразу подойти со всеми своими документами. Вот, и хотела бы еще добавить то, что Северо-Восточный федеральный университет в этом году в мониторинге эффективности деятельности вузов по основному показателю трудоустройства мы достигли положительного результата. У нас, как видно из данного мониторинга, 75% выпускников трудоустраиваются, а другая часть продолжает обучение. Вот. Есть данные официальной статистики Министерства образования и науки Российской Федерации. К сожалению, мониторинг как раз по высшим учебным заведениям, он дал, скажем так, такой эффект, что учебные заведения, с одной стороны, хорошо, что вот такие центры создались, да, например, СВФУ, да, и они занимаются трудоустройством, но при этом идет, скажем так, работа с выпускниками, чтобы они к нам не обращались, в службу занятости. Так как это, соответственно, влияет на критерии вот этой оценки этого вуза, что если обращаемость какого-то учебного заведения, скажем так, высокая, то, соответственно, у них трудоустройство низкое, да, вот получается. Вот поэтому на сегодня вот хотелось бы у девчонок спросить, они вот вообще обращались к нашему центру занятости, состоят на учете как безработные? Пока нет. Ну, вот видите, а вы ищете, говорите, работу ищете. А им надо было не можете сразу уже пользоваться обратиться? госуслугами, которые бесплатно вам готовы предоставить. Инспектора наши готовы работать с вами. И не только по одному Сбербанку, они готовы работать и по подготовке резюме, и с работодателями. Но, к сожалению, вот вы то, что первое должны были сделать, вы не сделали. Не обратились в службу занятости. Ну, значит, мы вот еще, да, вам на заметку, что вы еще должны обратиться и туда тоже, и Людмила Марковна предложение тоже не отставлять, да? Я еще хотела Надо по всем уточнить, фронтам, то, что мониторинг проводится не по данным Департамента занятости населения, а по данным о взносах страховых работодателей через Пенсионный фонд Российской Федерации. Так что мы никак повлиять здесь не можем, поэтому можно обращаться, надо обращаться в службы содействия трудоустройству и вуза, и государственной службы тоже, и в кадровое агентство нашей в городе у нас имеется вот статус, например. Вот я не зря задала нашим молодым девушкам вопрос о том, думали ли о том, насколько будет востребована их специальность по окончании вуза. Но ведь все мы понимаем, что рынок труда, он настолько динамичен, что предугадать, что случится через 5 лет по окончании, тогда, когда они получат уже диплом на руки, насколько будет востребована та специальность, которую они избрали. А вообще ведь трудоустройство – это самый главный, пожалуй, показатель эффективности любого учебного заведения. Это так. И я думаю, о какой эффективности можно говорить, если вот мы видим такое большое количество молодых людей, ищущих работу, безработных, которые готовы, соглашаются на любую работу, лишь бы был какой-то доход. Да? Поначалу государство, значит, тратит немалые средства на то, чтобы обучить этого специалиста. Потом оно вынуждено уже оплачивать переобучение, тоже средства вкладываются. А потом еще и содержать этого молодого человека, собственно, как безработного. И вот тут мы говорим об эффективности.
Давайте мы сначала вот определим, мы все время говорим с самого начала передачи, кто это такой молодой специалист. Вот Наталья Ивановна Барковская, пожалуйста, есть ли у вас пояснение? Да, действительно, вот вообще в этом вопрос, конечно, есть. Тема, которую сегодня затронули, очень важна, потому что, как мы видим, что сегодня совершенно невостребованно остаются молодые специалисты, как мы их называем. Но весь вопрос в том, что на сегодняшний день, я скажу с точки зрения трудового законодательства, на сегодняшний день не существует даже понятия молодого специалиста. Понимаете, мы говорим ни о чем. Мы просто говорим о людях, которые закончили учебные заведения. И, понимаете, получается так, что вот они закончили институты, они остались одни. Ну вот хорошо помогает Центр занятости университета, биржа труда, к которой они могли бы обращаться. Но весь вопрос в том, что они все равно не защищены. Они могут искать долго, эта помощь может оказываться долго. И мне бы казалось, что нужно просто вернуться к старому доброму времени, когда у нас был план распределения государственный. Вот. И у нас четко было прописано, у нас было положение, правда, оно было принято в 80-м году, но оно четко определяло, кто же такой молодой специалист и как ему быть, как быть работодателю, когда этот молодой специалист прибывает на предприятие. Вот сегодня, вы знаете, могу только в одной статье назвать Трудового кодекса, где говорится об установлении испытательного срока, когда устанавливается лицу, который закончил учебное заведение. Вот все определение. И у нас сегодня поступает очень много писем от людей, которые закончили учебное заведение, по поводу того, что вот о чем вы говорили, что они не могут устроиться на работу, потому что нужен опыт. И когда они приходят, говорят, мы установим вам испытательный срок. Вот они к нам обращаются, говорят, ну как же так? Мы закончили учебное заведение. Какой испытательный срок? Испытательный срок, он устанавливается, чтобы, значит, какой-то, они показали, что они могут в течение этого испытательного срока. А что они могут показать? Они только закончили. У них навыков еще, ну, честно будем говорить, практической работы нет. Поэтому, конечно же, когда они поступают, предлагают себя работодателю, конечно же, вопрос, вот давайте, опыт работы нужен или установим испытательный срок. У нас есть случаи, когда люди обращаются, что в течение года не могут трудоустроиться, и срок, который установлен статьей 70 Трудового кодекса, когда им не может устанавливаться испытательный срок, проходит. И они, когда к работодателю обращаются, к очередному, то на общих основаниях, как все остальные работники, с установлением испытательного срока. Вот. Поэтому мне бы казалось, что сегодня, конечно, вопрос в этом есть, и вот меня поддержат коллеги, потому что мы до этого и прошлый год работали, и в этом году, значит, над этими вопросами, о том, что нужно определить, кто же такой человек. Вот раньше было совершенно определенно, это молодой человек, который закончил учебное заведение, получил диплом об образовании, по плану государственного распределения направлен в организацию, и в течение 3 лет он молодой специалист со всеми вытекающими последствиями. И он, понимаете, поступит на это предприятие, он же получит так называемые, помните, мы говорили, подъемные, да? Он получит, если это другая местность, он получит компенсацию за проезд, за провоз багажа, он получит подъемные, он получит суточные. Сейчас этого ничего уже Сейчас нет. этого нет, понимаете? Поэтому говорить о том, кто такой молодой специалист, я вот, например, сегодня затрудняюсь что-то сказать, потому что для меня сегодня определения этого нет. Для меня мы для себя просто общий определяем, порядок, да, что да. это молодые люди, которые получили диплом. Вот это молодые специалисты, которые вот только Совершенно что... верно. Я вот в этом контексте этой программы, я так называю условно, молодые специалисты. Хотя сегодня, понимаете, как по законодательству, если у нас молодой человек поступил на какое-то предприятие, то в коллективном договоре могут предусматривать какие-то ему льготы. Да, вот тут коллективный договор В коллективном уже, договоре, да. совершенно верно, это определяет закон, что в зависимости от источника финансирования устанавливают вот какие-то дополнительные гарантии компенсации. И в коллективных договорах многие предприятия, не государственные, не бюджетные, устанавливают как раз вот, ну, чтобы поддержать. Что уж там говорить. Конечно, закончит молодой человек, у него ни опыта, извините, ни денег, ничего пока еще нет. Ему надо все, так сказать, зарабатывать и нарабатывать. Спасибо. Поэтому,
В эфире «Не пропустите главное», и мы обсуждаем вопросы трудоустройства молодых специалистов. Роксана, вы хотели задать вопрос нашим экспертам? Да. А насколько играет роль связи при устройстве на работу? Ну, вот такой вот вопрос. Как вы считаете, Гаврил Игоревич? Давайте попробую ответить. Да? Трудовой кодекс все-таки есть, да, и, по крайней мере, когда к нам обращаются граждане, да, и за поиском работы, если мы направляем к работодателю этого гражданина, то мы обязательно смотрим причину отказа от работодателя. Если он не соответствует Трудовому кодексу, то, конечно, мы направляем материалы инспекции труда. Незаконно, необоснованный отказ не может быть при подаче заявок. Это мы достаточно жестко контролируем. Но когда вы сами обращаетесь, то вы сами себя должны защищать, если вы считаете, что ваши права нарушены, да, как специалисты, да, вот то, что вы обратились к работодателю, у нас то возраст, не то пол, еще что-то, либо там другие вот какие-то незаконные обоснования, он формально отказывает, то, соответственно, надо обращаться в инспекцию труда, чтобы защитить свои права. А так, конечно, злоупотребление со стороны работодателя наверняка есть. Это не секрет, конечно. Я понимаю, вы правильно все говорите с точки зрения трудового законодательства. У нас даже такая Микрофончик, статья есть. пожалуйста, поближе. У нас даже статья такая в Трудовом кодексе есть, которая говорит о дискриминации при приеме на работу, значит, что вот отказывают, и у нас только деловые качества могут быть причиной отказа. Но за свою многолетнюю практику я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы суд признал, что действительно вопрос был в дискриминации, что этого человека не приняли на работу, он смог доказать. Вы знаете, эта вот статья есть, но она не работающая. Нужная. Совершенно не работающая. Нужная, но никакого пока эффекта нет. Честно, если будем говорить, отвечая на этот вопрос. Еще вопросы есть? Да, вот можно я, знаете, Да. хочу вот к Роксане вопрос. По поводу специальности. Вот когда вы выбирали, мне почему-то кажется, или это название у вас такое института, что, мне кажется, мужская специальность какая-то. Нет, у нас большинство из группы было девочки. Да? 4 мальчика. А у вас какая специальность? Инженер охраны труда. А, инженер или по охране специалист. труда. Но мне казалось, что это специальность востребованная Да. на крупных предприятиях у нас сегодня, акционерных обществах. И мне кажется, конечно, это больше для мужчины работа подходит такая, чем для женщины. Ну, может быть. У меня, Татьяна скорее Петровна. всего, не вопрос, а как бы совет. Вот наша сегодняшняя выпускница, видимо, по каким-то причинам не хотят обращаться к нам в Центр занятости города. А может Якутска. быть, просто не знали? Да, нет, они, скорее всего, знают, но не хотят. Но есть такое, что молодые люди как бы считают, что если в службу занятости обращаются только вот рабочие, либо те, которые совсем не могут найти работу. В последнюю Да, очередь. в последнюю очередь. Но есть другой вариант. Если не хотите лично обращаться к нам, то вы можете просто посмотреть наши вакансии на нашем сайте. Мы постоянно обновляем наши вакансии. Вы там можете зайти, посмотреть не только перечень вакансий, потребность, да, но и изучить ситуацию рынка труда города Якутска. Можете посмотреть, какие у нас есть услуги. Может быть, вам стоит, после того, как вы узнаете о наших услугах, спектр услуг службы занятости очень широкий, да, и вы захотите воспользоваться. А вот сейчас вакансий, да? скорее всего, не будет, те, что нужно Да, вот я девушкам. как раз Да. хотела спросить, Татьяна Петровна, а вот сейчас Преимущественно сразу, вот вы рабочие знаете специальности наших молодых людей. Что касается востребованы? менеджера, у нас есть вакансии менеджеров в сфере торговли и общественного питания. Если вообще вот в целом говорить о потребности на городском рынке труда, то преобладают, конечно, вакансии в первую очередь это в строительстве, потом далее в торговле и общественном питании, здравоохранении, и в образовании. Десятку сфер деятельности, к сожалению, не входит ни юриспруденция. Если, допустим, в прошлом году юридическая сфера, она входила
в десятку была на 8-м месте, да, по востребованности, то в этом году, вот как правильно говорит Гаврил Игоревич, юрист в этом году не востребован на городском рынке. Равно как и экономисты тоже, Ну, вы наверное, да? знаете, я вот, хочу что отметить, что изначально было сказано, что она может быть, она менеджер, она может работать, например, в Сбербанке. Вот, дорогие мои, уже установка в вашем факультете, на вашем была неправильная изначально. Вы менеджер, но вы в области культуры. Да. Почему вы будете в Сбербанке работать, вы говорите, что и там подойдет? Это организатор производства. Но организатор производства в культуре, в банке, в строительстве, ну, дорогие мои, это совершенно разные вещи. Поэтому вот это, мне кажется, не совсем было допонято поэтому. Ну, а то, что вы в Сбербанк идете, здесь уже независимо от вашей профессии, я полагаю, которую получили, вы, может быть, начнете там работать, и вам профессия экономиста понравится, и вы будете дальше продолжать уже по этой специальности и учиться, и потом работать. И еще вот у меня один вопрос. Вот насколько я знаю, биржа труда у нас проводит ведь ярмарки вакансий. Да. Замечательная. Вот она, потому что на я днях зачастую будет, да? там Вакансии на следующей присутствовала неделе, кстати. и Да? принимаем, мы там консультируем, и туда надо обращаться. Надо молодым людям обращаться. Это совершенно неправильное представление, что биржа труда это для стариков. Да нет же. Нет. И, пользуясь моментом, приглашаю вас всех и жителей города Якутска, и работодателей принять участие на общегородской ярмарке вакансий. Состоится 23 сентября с 10 утра до 14 часов. Программа широкая. Скажите, пожалуйста, Гаврил Игоревич, ну вот мы сейчас, действительно, проблема такая существует, но она как-то обострилась вот в последнее время с молодыми специалистами, или это, в принципе, явление такое? Ну, нет, конечно. Этот вопрос у нас, скажем так, ежегодно есть проблема, да, это, скажем так, у нас в целом вообще в республике статистика показывает порядка 37 тысяч безработных граждан. Это в последние годы цифра, скажем так, стабильно остается, да, и не повышается, не снижается, но у нас именно, в нашу службу, кто обратился из этих, это на сегодня у нас 8160 человек обратились и на статусе безработного, да. Из этих 8 тысяч у нас порядка 3 тысяч это молодежь до 30 лет. Это получается порядка 34% безработных граждан, которые к нам обратились, а еще есть, которые вот, как наши вот эти, скажем, девчонки, которые и не обратились, но ищут, да. Вот это достаточно большой, скажем, объем граждан, молодых ребят, точнее, которые ищут работу. И, как вот сказали, мы анализируем еженедельно по тем вакансиям, которые нам работодатели подают. В этом году у нас идет резкое снижение вакансий. У нас порядка 9 тысяч вакансий на сегодня по всей республике. А в прошлом году оно достигало порядка 20 тысяч вакансий. Почти в несколько раз идет сокращение. Это, в первую очередь, связано, конечно, с оптимизацией. Все-таки кризис как-то повлиял, и многие предприятия оптимизируются. Конечно, сложно в этих условиях молодым специалистам найти работу именно, в первую очередь, конечно, требования у работодателей стажа работы. В Трудовом кодексе есть эта возможность у работодателя требовать, и они этим пользуются. Конечно, им проще взять человека, который уже имеет опыт, и сразу же в производство или еще куда-то впустить и работать. Мы на сегодня над этим работаем, и в правительстве как бы вносим проект, чтобы они рассмотрели все-таки возобновление таких механизмов, как стажировка молодых специалистов. В кризисный период 2009 года была программа дополнительных мер, которая вот именно такой механизм предусматривала, и мы сейчас тоже хотим это все-таки возобновить, именно заинтересовать работодателей. На сегодня мы должны заинтересовать работодателей, чтобы они приняли молодого специалиста. То бишь, что хотя бы зарплату в каком-то размере мы могли бы возмещать, и плюс еще возмещали какую-то часть расходов по так называемому наставничеству. На сегодня тоже работодатели другой проблемой ставят, что нам нужно другого специалиста от работы, скажем так, отзывателя отключать, чтобы он работал с этим молодым специалистом. Поэтому тоже как-то такой механизм сейчас продуман, чтобы именно заинтересовать работодателя. Только тогда он будет заинтересован взять этого молодого специалиста. На сегодня это, конечно, проблема сохраняется и остается. И даже мы готовы, например, у нас есть механизмы по возмещению расходов, если молодой специалист готов куда-то уехать в другой район работать, то мы берем на себя расходы и по проезду, и по перевозу багажа и прочих расходов. Этот механизм у нас работает, но он, к сожалению, на сегодня тоже
слабо работает, потому что нету на сегодня этих подъемных, которые вот говорили раньше, какие-то подъемные были, а сегодня этих нет. Поэтому сейчас тоже разработали республиканский план трудовой мобильности, в рамках которого тоже такие механизмы хотим внедрить в ближайшем будущем. Вот сейчас действительно редкий студент, да, обучаясь в учебном заведении, не имеет места работы. Сейчас очень многие, начиная буквально чуть ли не с первого курса, уже где-то подрабатывают. И вот тут, может быть, вот теперешним студентам, будущим студентам, может, стоит задуматься о том, чтобы уже искать место работы, если уж они хотят работать во время студенчества, приближенно к будущей своей специальности. Вот и будет опыт работы, не так ли? Здесь я бы хотела сказать, Да. что наш университет поддерживает работающих студентов. Все студенты старших курсов, ну не все, но большинство должны работать на предвыпускном, на выпускном курсах. Конечно, на первых курсах желательно адаптироваться к условиям обучения в ВУЗе, не отвлекаться, ведь основной вид деятельности – это все-таки обучение, подготовка к профессии, да. А вот уже на старших курсах надо уже работать. И вот я хотела спросить, а есть ли у вас опыт работы, Роксана, кроме практики? Может быть, вы где-то работали? Ведь это же нарабатывается на производстве все-таки, да, практика, опыт работы. И хотела бы еще вот задать вопрос второй Роксане. Кроме обращения Саха-нефтегазбыт, в какие предприятия вы еще обращались и что предпринимали по поиску работы? Да, я работала, у меня опыт работы 6 лет. Я работала ИП Иванова, ну, в Спортланде, наверное, все знают. Ну, помимо учебы. Продавец-консультант, потом до администратора. То есть там еще был карьерный рост уже, Да. от продавца до администратора уже. Вот. И еще какой вопрос? И Куда кроме еще обращались? предприятий Помимо? Саха, да. Просто у меня тоже есть ребенок. Он вот только завтра идет в детский сад, и поэтому я возьмусь, наверное, только после этого. Ну, есть какие-то еще мысли, да? Ну, вот вам сегодня уже подсказали, что как только вы уже вот в Центр карьеры обратитесь, также в службы занятости города, я думаю, вот это стоит все предпринять. А, Мария, у вас как с опытом работы? Ну, у меня тоже с первого курса я работаю в ресторанах. Тоже начала с официанта, закончила администратором. Ну, тоже все 5 лет работала, зарабатывала. Еще вопросы есть? Да. Работников университета. Людмила Марковна. В 2000-х годах было, ну, я полагаю, Микрофончик, Наталья Ивановна. очень хорошее положение, что заключали тройственные союзы. Так существовала контрактная система подготовки специалистов, когда работодатели, значит, работник и высшее учебное заведение. Вот я считаю, что эта форма совершенно замечательная, коль скоро у нас распределения государственного нет, а здесь хотя бы место работы уже гарантировано. Вот сегодня это существует или нет? Спасибо за вопрос. Это мой очень такой любимый вопрос, потому что непосредственно наш отдел занимается направлением на работу. Это мы не можем сказать, что это распределение на работу, потому что по статье 37 Конституции РФ мы не можем человека направить на работу против воли, да, а просто мы направляем на работу. И предварительный договор о трудоустройстве заключается трехсторонний, но такие договора, они в основном котируются в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере, да, бюджетной системе, да. Вот. Это у нас в практике до сих пор, вот с этих времен у нас осталось. Даже, наверное, по России у нас только вот в республике это вот предпринимается такое мероприятие, как вот направление на работу. По весне, вот как у нас положено, люди, выпускники направляются на работу в соответствии с предварительными договорами о трудоустройстве. И по осенью работодатели нам сообщает, вот человек прибыл на работу или нет по договору. Это и есть у нас. Я хочу дополнить, что в Российской Федерации с 2013 года статья о целевом обучении, которая подразумевает заключение как раз двухсторонних договоров целевого обучения, введена с 2013 года, закон об образовании, статья 56, а в республике, как мы все знаем, целевая подготовка специалистов в вузах России за пределами республики проводится с 1992 года. И на данный день мы, Министерство профобразования Республики, продолжает данную деятельность по заказу отраслевых министерств.
получая заказы под конкретного работодателя, конечно, в том числе и в Северо-Восточный федеральный университет. Вот эти договоры, они имеют под собой реальный механизм и закрепления выпускников, и их трудоустройства, и оберегают их, чтобы работодатель не отказался после их выпуска о приеме. Они гораздо эффективнее, чем договоры, которые вузы сами заключают с работодателями. Алексей Борисович, извините, что перебиваю. А были ли такие ситуации, когда вот заключен трехсторонний договор, однако же работодатель отказывается принять в силу разных причин вот молодого специалиста на работу? Такие ситуации были, конечно же, и не одна такая ситуация. Дело в том, что до 2013 года в республике был порядок такого госзаказа на целевую подготовку иной, чем сегодня. Заказывали отраслевые министерства специалистов для отраслей. С 2013 года, когда фактически министерство занялось целевой подготовкой, было введено такое положение, что заказ идет под работодателя. И когда была принята такая статья в законе об образовании, она гласит, что работодатель, если не принимает такого выпускника, он выплачивает выпускнику штраф в размере всех затраченных денег на обучение. Прецеденты такие были? Прецедентов пока таких не было, потому что договоры заключились в 2013 году, и первые бакалавры, которые поступили, они, соответственно, будут выпускаться в 2017 году. Мы в прямом эфире. Я объявлю сейчас номер телефона 42 38 97. Если у вас, телезрители уважаемые, есть вопросы к присутствующим в студии, вы, да, вот уже звонок есть. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, мы вас слышим. Вечер добрый. Мой вопрос такой. Этот университет, да? Они зачем много факультетов имеют, если дети закончили и не находят работы? По-моему, не нужно факультетов, надо закрыть. Нужно только пединститут, иностранный, нет, институт надо оставлять. Остальное все надо закрыть. Потому что вот эта девушка 6 лет работает со стажем, с красным дипломом, работы нет. Спасибо. Ну, Людмила Марковна, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Да, у нас 18 факультетов и 3 филиала. И каждый год у нас вот это все рассматривается, согласуются образовательные программы с работодателями, остаются только востребованные специальности, перепрофилируются. Это все вот рассматривается ежегодно. И хотела бы сказать, что у нас идет процесс оптимизации профессорско-преподавательского состава. И, ну, в общем, это вот мы понимаем, и это все рассматривается. Можно я дополню? Да? Проблема не в том, что университет имеет много факультетов, институтов. Это даже и позитивный такой фактор. Ведь университет у нас федеральный. Проблема в том, что во всей России при рыночной экономике не существует прогноза потребностей специалистов долгосрочного, среднесрочного. Проблема в этом. И поэтому вот по поручению главы республики министерство создан в этом году отдел прогноза потребностей специалистов с высшим средним образованием, и мы приступили к разработке непосредственно методики прогнозирования, которая, конечно, основывается на массовом опросе работодателей через органы статистики. Вот на этой основе будет рассчитываться на 10 лет прогноз потребность конкретно в разрезе специальностей, профессий. Мы надеемся, что какой-то эффект от этого будет. А скажи, да? Дефицит специалистов в отдаленных поселениях. В отдаленных поселениях, малокомплектных школах не хватает учителей, специалистов, медиков и так далее. Вот особенно вот да, вот у меня был вопрос. Мы все больше говорим как-то о городе, я думаю, да, а вот действительно на селе там был вопрос у меня, готовы ли вы переехать всего в деревню, но так как вы с детьми, естественно, вопрос у меня отпал, и я не задал. Хотя действительно в сельской местности очень большая потребность и врачей, и учителей, и в учреждениях культуры. С руками и ногами, как говорится, сразу вас возьмут. Единственное, конечно, вопрос по заработной плате. Это программа «Не пропустите главное», и мы обсуждаем проблему трудоустройства молодых людей. У нас телефонный звонок есть. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы узнать, вот на каком интернет-ресурсе можно было бы узнать, кто из наших детей в каких вузах страны и за рубежом учится, на какие отметки, как успешно, имеет ли благодарности от вузов, ну, в смысле, от преподавателей вузов. Вот такой вопрос. Алексей Борисович. Такая информация размещается непосредственно на сайтах самих учебных заведений. Информация об оценках, не думаю, что она открытая, скорее всего, для самих обучающихся и их родителей. Вот. Если вы имели в виду задать вопрос, кто обучается на целевой подготовке, в каких вузах, на какие оценки, то это является информация персональная, конфиденциальная. По закону России о такой информации мы не имеем права ее освещать. Спасибо. У вас были вопросы к нашим? Да, у меня вопросы к нашим героям передачи. Готовы ли они переехать в сельскую местность, в село, в деревню? Ведь там работы точно есть, вакансии есть на рынке труда. Ну вот мы только что говорили о том, что... Вы хотите молодых девушек с детьми послать в арктические районы? Да, а что они там... Специалисты. Ну вот, например, те же дома культуры сельские пустуют. Не хватает квалифицированных специалистов. Нуждаются инженеры по охране труда, кстати, нуждаются в районах. Да, а село готово там предоставить жилье, я не знаю, детский сад, По большому счету обустроить бывает как-то быт, оплачивать достойную заработную И плату. здесь я добавлю, если гражданин, состоящий на учете в службе занятости в качестве безработного, переезжает в сельскую местность по направлению центра занятости, то здесь работает программа переезда и переселения. Мы можем оплатить транспортные расходы, провоз багажа и другие. Поэтому, если возникнет у кого-то такое желание, пожалуйста. Давайте еще телефонный звонок, послушаем наших телезрителей, а потом продолжим. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот если выпускник трудоустроен по трехстороннему контракту, но ему пришла повестка, и он в армию пошел. После армии он имеет право дальше также трудоустроить через ваш департамент? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я так понял, что имеется в виду договор целевой подготовки. Конечно, тут вступает трудовой кодекс и решает данный вопрос. Здесь таким образом, если, как вы поняли вопрос, имеется в виду целевая подготовка, в этом случае, конечно, за ним место остается, потому что его призывают в армию, это увольнение по независимым от него причинам. Но если это молодой человек, который поступил на работу, и его призывают в армию, то, к сожалению, место работы это за ним сохраняется только в течение 3 месяцев. Вот. Поэтому вот таким образом... Такие случаи часто к нам уже обращались, ребята, вот с армии Ну, а приехали, если он они по договору работали, целевой, к конечно, я сожалению, полагаю, время здесь работы они не обязаны сохраняется его рабочее место. после армии. Так вот. Но это не по новой нарушение, начинают да? работать. На сегодняшний день это не нарушение закона, да? Ну, так это по кодексу трудовому. Так получается. Ну вот, девушки, вам задали вопрос, готовы ли вы сменить место жительства? Ну, на данный момент я не готова сменить место жительства, оставить тут семью. Пока что нет. Не готова. Ну, девушки, которые родились в Якутске, всю жизнь здесь прожили, тут замуж вышли, тут родились их дети. Ну, собственно, почему они должны Ну, тоже уезжать? знание в село, якутского да? языка. Я с славянской внешностью поеду в деревню. Вообще, в целом же есть социальный фактор, который, к сожалению, сдерживает молодых ребят ехать даже к себе на родину, да, работать. Все-таки, во-первых, и жильем там надо как-то решать. В городе все-таки Ну, и и тоже тут благоустройство, и понятно, соцфактор более, как скажем, удобнее для них, для молодых ребят, да, чем на селе работать, не знаю, сколько лет. Да, Вот у нас в сложности студии есть, доктор конечно. экономических наук Светлана Александровна. Скажите, пожалуйста, вот ситуация действительно, она довольно острая на сегодняшний день с молодежью, которая вот действительно не может пока найти своего места, да? Но вот с точки зрения, ну, вы как ученый, что вы можете сказать, с чем это связано, каковы причины? Или это, вы говорите, что все происходит волнами, да? Вот объясните, что сегодня у нас происходит?
Но сейчас ситуация демографическая именно вот с точки зрения возрастной структуры, она благоприятная. И это тоже фактор сейчас сказывается, что просто на рынке труда сейчас много молодежи в силу вот этой вот демографической волны. Но нужно сказать, что мы приближаемся вот к той демографической яме, которая у нас образовалась в 90-е годы. И вот этот вот дефицит трудовых ресурсов, он уже сейчас ощущается. И в том числе, если мы посмотрим, допустим, вот баланс трудовых ресурсов, там увеличивается доля миграции именно для обеспечения, увеличивается доля вовлечения пожилого населения. Поэтому вот этот фактор демографический, он сейчас, в общем-то, довольно стабилен. И сказать, что вот сейчас из-за того, что значит, у нас очень много стало вот именно молодых выпускников, которые вышли на рынок труда, в общем-то, вот этот фактор, он сейчас не так играет роль. Но вот мне кажется, именно вот то, что вот девушки имеют детей, вот это тоже фактор очень, мне кажется, сдерживает возможности вот, для того, чтобы они могли найти работу. Мы эту тему уже поднимали, да, все-таки? Этот фактор, да, демографический, да, с одной стороны, это, конечно, замечательно, и это нужно и для воспроизводства населения, и для развития демографического, но с другой стороны, вот что тут скрывать? Конечно, этот фактор для работодателя, он является Есть же такая проблема, все-таки дискриминация женщин при приеме на работу. Имеют ли право вообще работодатели интересоваться, замужем девушка, собирается ли она рожать, задают и такие вопросы. Конечно же нет, но тем не менее каждый работодатель это учитывает. Но слишком завышенные требования кандидатуры тоже сдерживают работодателей. Есть такая тема тоже, да? Зарплата 40 тысяч для молодого специалиста без опыта работы, мне кажется, это завышенные требования. Потому что во многих государственных учреждениях, я имею в виду не госслужбу, да, средняя зарплата специалиста где-то в пределах 30 тысяч, а тут сразу 40 тысяч. Это, конечно, сразу настораживает работодателя. Значит, этот специалист как-то не совсем, можно сказать, адекватно реагирует на рынок труда. Ну, наверное, Мария, вы не озвучивали эту цифру. Это, наверное, вы нам так открыли. Вначале. Да. У нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Например, в промышленных предприятиях берут на работу оттуда, не из Якутии, местного населения. Например, вот Сургутнефтегаз, Газпром, они перевозят своих людей вахтовым методом. А вот местных специалистов не принимают. А почему так? Спасибо. Вопрос понятен. Давайте отвечу. Да, на сегодня есть большой объем рабочей силы, которые перевозят извне. Во-первых, это из других регионов Российской Федерации и, конечно же, иностранная рабочая сила. Вот эти крупные компании, как вы сказали, да, в основном это промышленные, горнодобывающие, да, но они тоже, в принципе, на сегодня работают и по приему местного населения. В прошлом году правительство выпустило распоряжение по трудоустройству местных именно граждан в такие промышленные и горнодобывающие предприятия. А в прошлом году по нему мы охватили 2500 наших граждан. Из них порядка 500 это сельской местности ребята трудоустроились именно в промышленные предприятия. Основная проблема, конечно, у них есть требования к квалификации этих рабочих профессий. Не секрет, что вот газовая отрасль, там, сварщики, они достаточно высокого уровня должны быть. И поэтому тут сложности есть, конечно, по трудоустройству, именно по квалификации. Спасибо. Владимир, вы психолог. Скажите, пожалуйста, какие советы вы могли бы дать в лице вот этих молодых девушек, в принципе, всем молодым людям, которые в поисках работы находятся сейчас? Ну, добрый вечер. Наш центр «Сюрреал», мы много работаем в сфере организационной психологии. Это такое в нашей республике новое направление, да? И с одной стороны можно понять работодателей, которые, ну, скажем так, не хотят брать, да, неподготовленных специалистов, потому что действительно должны быть, вот как вы говорили, институты какого-то наставничества, да? Потому что очень много
времени тратится на, ну, чтобы специалист вошел в эту деятельность. И поэтому действительно зарплаты низкие устанавливаются работодателями. Ну, что я могу сказать, посоветовать? Да? Это же очень много зависит от мотивированности человека, насколько он желает и насколько он может, хочет. И самое главное не опускать руки. Вот сейчас здесь было озвучено о том, что в 90-е годы, скажем так, был спад, и очень много сегодняшних вот молодые люди, которые сегодня на рынке труда, да, воспитывались именно в эти 90-е годы. Я сейчас не обобщаю, да, то есть не уходя в частности, то очень много родителей. Все, Владимир, да, мы вынуждены уже заканчивать. Хорошо. Спасибо.